Близится важное межгосударственное событие, с которым в Бишкеке связывают большие надежды. На ноябрь намечен государственный визит президента Казахстана в Кыргызстан. Переговоры на высшем уровне могут снять целый ряд накопившихся вопросов, которые пока не могут урегулировать на уровне правительств. Об этом мы сегодня и поговорим в программе «Маселе» на канале Ошпирим. Здравствуйте. И у нас в гостях два политолога, эксперта по международным отношениям Марс Сариев и Ширадил Бактыгулов. Я вас приветствую. Здравствуйте. Для начала посмотрим небольшой вводный материал и приступим к обсуждению. Государственный визит имеет наивысший статус переговоров на международном уровне. Но это не только оркестр, ковровая дорожка и почести. Визит должен быть наполнен конкретным содержанием. К встрече глав государств эксперты готовят важные договоры, касающиеся двусторонних отношений. Известно, что к приезду Токаева в Бишкек разрабатывается комплексная программа сотрудничества Кыргызстана и Казахстана. Она рассчитана на 3 года и охватывает все сферы взаимодействия. Как отметил в интервью глава МИД нашей республики Чингис Айдарбеков, предстоящая встреча на высшем уровне имеет особое значение. Она позволит вывести кыргызско-казахские отношения на новый уровень, а также придаст дополнительный импульс дальнейшему углублению взаимовыгодного стратегического партнерства. По большому счету, встреча на высшем уровне назрела давно, потому что правительства Кыргызстана и Казахстана не могут отрегулировать вопрос работы границ. Президентам под силу снять эти вопросы? Я думаю, да, это государственный визит Токаева. И если посмотрите предысторию, то, скажем, с бывшим экс-президентом были очень напряженные отношения, даже на личностном уровне, потому что были пикировка Касым-Жомарта Токаева, его комментарии насчет Атамбаева, ну и Атамбаева тоже насчет главы государства и премьер-министра. Я думаю, что лед тронулся. Сейчас вопрос о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан решится. Я думаю, это очень хорошо, потому что остро вопрос станет весной, посевные работы, все это, и до весны эти вопросы надо отрегулировать с Казахстаном. И таким образом появляется альтернатива, не альтернатива, скажем так, конкуренция монопольному, так сказать, поставщику «Газпрому». Я думаю, что это неспроста, тем более заметьте, что намечается визит Лукашенко в Казахстан тоже по вопросу беспошлинных поставок казахских нефтепродуктов в Белоруссию. Я думаю, не случайно эти процессы происходят в одно и то же время. Я думаю, визит Лукашенко уже состоялся, и там как раз-таки эти вопросы затрагивались действительно. Лукашенко поставил вопрос приобретения тоже горюче-смазочных материалов в Казахстане, но у него сейчас вопросы по транзиту через территорию России. Да, у нас таких проблем нет. У нас нет, да. Да, я пропустил этот момент, да, конечно, был в командировке. Но у нас таких вопросов нет, и я думаю, что вопрос поставок беспошлинных нефтепродуктов будет. Как Казахстан заявлял о том, чтобы они будут поставлять такой объем, чтобы мы не могли заниматься реэкспортом горюче-смазочных материалов. А остальных проблем не будет. Ширадил, как вы считаете? Ну, я считаю, что прежде чем говорить о визите, надо говорить не о поставках горюче-смазочных материалов, да, не надо мельчить этот вопрос. Во-первых, надо говорить о том, что это государственный визит президента соседнего государства в Кыргызскую республику. Это раз. А второе, надо заметить то, что Касым-Жомарт Токаев, будучи вновь избранным президентом Казахстана, первый визит совершил опять-таки в Бишкек, да, принимая участие на саммите ШОС, плюс состоялись и рабочие встречи уже между президентами Кыргызской республики и Республики Казахстан. Ну и, собственно, формат государственного визита – это особый формат. Вообще существует 3 вида формата. Самый высший – это государственный, официальный, рабочий визит. И вот, собственно, это как раз-таки подчеркивает особую значимость связи между казахскими и кыргызскими народами. Да. А то, что касается поставок ГСМ, да, она есть, существует, но этот вопрос поднимается всегда, он был, с разным успехом он решался, имеется в виду переговоры продвигались, где-то застопаривались и так далее. Но там, видите, есть же другой момент. Вот в рамках ЕС все еще идет работа над формированием единого рынка энергоносителей. Да? То есть не надо думать, что ЕС, как только вступили, автоматически заработал по всем
отраслям. Напомню, что, например, единый рынок лекарственных средств, он сформирован только в 2017 году, хотя должен был быть сформирован в 2016 году и так далее. И единый рынок, опять же, энергоносителей планируется к формированию только в 2023-2025 годах. И до этого года, естественно, надо разговаривать на уровне политического руководства двух стран. По энергоносителям вопрос поднимал министр энергетики Казахстана по своей инициативе. И он сказал, что они готовы нам отгрузить тот объем, который нам нужен, Кирилл, только для внутреннего потребления. Мы Это первое. неоднократно слышали подобного рода когда заявления. вот здесь бензин продается по одной цене, а через 20-30 километров в сторону он продается на 25% дешевле, этот вопрос всплывает сам по себе. И по статусу визита. Это ведь не просто оркестр и парад, это еще должно быть какое-то наполнение этого мероприятия соответствующее. Не совсем правильно, не совсем корректно, с этим я категорически не согласен. Во-первых, разного рода инициативы от руководителей Казахстана разного уровня звучат неоднократно. Напомню, самое крупное было как раз во время президентских выборов о том, что Казахстан выделил, подчеркиваю, выделил Кыргызстану $100 миллионов США. Это прозвучало от рук тогдашнего президента. Да? Фактически, когда кыргызы же не могут сказать, что вы врете, они просто расторгли, отказались от этих денег. А потом выяснилось, что эти деньги так и никогда и не поступали и не выделялись Кыргызской республике. Поэтому, что там кто-то сказал, это пусть на его совести остается. Надо верить не словам, а делам, практическим делам. Да? Понятно, что бывают там согласованные заявления от министров и так далее. Но пока мы слышим только громкие заявления из уст высокопоставленных чиновников. И мы не видим конкретных дел со стороны Казахстана. Поэтому, когда конкретные дела, тогда и можно разговаривать. А так то же самое. Там, следуя формату государственного визита, там подписано соглашение, но опять все застопорится на уровне министерств ведомств. То есть нельзя ставить знак равенства между собственным визитом, политической составляющим, и тем, что будут делать чиновники разного уровня на местах. То есть вы не согласны с тем, что наступает определенное потепление в отношениях, хотя отношения холодными они никогда и не были. Там есть оговорка, да, что это только для внутреннего потребления. Естественно. Точно так же мы получаем бензин от Российской Федерации. Ну какая разница в цене? А разница в том, что, например, тот же казахстанский бензин по качеству уступает российскому. Другая проблема в том, что наши нерадивые некоторые нефтетрейдеры заводят низкокачественные, низкооктановые горюче-смазочные материалы, добавляя здесь газовый конденсат, тем самым искусственно повышая октановое число. То есть это вопрос уже качества бензина не к российскому производителю, а, собственно, тем людям, которые занимаются бензиновым бизнесом в Кыргызстане. И то же самое касается казахстанского бензина. Если мы посмотрим... То есть Лукашенко приехал просить в Казахстане плохой бензин, да, по-вашему? Лукашенко приехал в Казахстан для того, чтобы утереть нос россиянам о том, чтобы получить подешевле. Там вообще другая проблема. Такой союз веселый, да, это получается? Неправда. Лукашенко приехал просить не бензин, а нефть. Да, потому что у него есть свой собственный... У нас тоже есть нефтезавод, нам и нефти не дают. У нас нет таких мощностей, как в Беларуси. Более того, у нас нет производства высокооктанового, как, например, в той же Беларуси. Да? Поэтому, когда мы говорим о нефти и бензине Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Россия, надо понимать, о чем мы вообще говорим. Да? То есть мы говорим о бензине или о нефти. Да? Марс, вы к нам подключаетесь, потому что вопрос достаточно спорный. Спорный вопрос, и я не согласился бы с этим утверждением уважаемого Шарадилова, потому что, знаете, здесь, когда включается большая политика, и заявление министра энергетики Казахстана прозвучало неспроста, это государственный визит. До этого, вы помните, был саммит тюркоязычных государств, поэтому я думаю, что будут поставки. Дело в том, что почему оговорено о том, чтобы некий лимит, и чтобы не уходил бензин в Таджикистан, далее в Афганистан. Таким образом, решается еще и политический вопрос. Дело в том, что, несмотря на контрабанду бензина, у нас с Таджикистаном сложные отношения. И если прекратятся, уже сейчас будет, это уже на совести кыргызской стороны, нелегальные поставки бензина
Таджикистан, это улучшит двусторонние отношения, потому что подорвет определенные... Ну, кстати, я тоже склонен считать так, что выступление министра энергетики Казахстана это была больше подсказка правительству Конечно, Кыргызстана, конечно. как вести переговоры и на какие цифры вообще рассчитывать, в том числе и в ходе переговоров на высшем уровне. А потом, знаете, Но это больше политически... получается не сколько подсказка, как вести переговоры, а сколько, если не будете соглашаться на наши условия, бензин не получите. Да? То есть это как бы кнут и пряник в одном лице. Я не могу понять, Потом почему мы не берем совсем... тот объем, который нам дают для внутреннего потребления. А кто Почему дает? мы не... Нам никто не дает. Абсолютно черными буквами на белой бумаге об этом прописано. Ранее не было Где такой подписи? инициативы. Где подпись? Их же нету. Нам еще никто ничего не дает. Ничего не подписано. Но, тем не менее, вопрос беспошлинных поставок нефтепродуктов будет, я думаю, ключевой темой Да. переговоров, потому что за этим вопросом следят не только политики, эксперты и бизнес, но и большинство граждан Кыргызстана, потому что от цен на бензин зависит и стоимость продуктов питания, и вообще состояние нашей экономики. Да. Вот, к сожалению, экономическая ситуация в Кыргызстане, она работает, экономика в Кыргызстане работает по другим правилам. Да? У нас производство не привязано к ценам конечным. Вот никто же не может объяснить, почему, например, мука сейчас подорожала. Да? Почему хлеб подорожал на 1 сом муниципальный в Бишкеке. Никаких объяснений нету. Были объяснения, давали объяснения. Какие? Неурожай в Казахстане, наши фермеры последние годы выращиванием пшеницы не Так занимаются. Вот, традиционно Вот и всё. каждую осень эти все время звучат подобные же цифры. Да? Причем к нам заводится же не самая хорошая пшеница, да? Не самых высших сортов. Я не Это эксперт, раз. но хлеб у нас, по-моему, качественный. Второе, да, он качественный. Безусловно, он качественный. Вот. Но почему-то, если мы смотрим по объему тех буханок, которые продают, они самые маленькие буханки во всем СНГ. Причем цены сопоставимы даже дороже, чем, например, в той же Российской Федерации. Поэтому здесь надо смотреть не на цены, а на суть, на сам механизм. Да? А проблема в том, что конечный продукт, он не привязан. Да? И все вот эти объяснения, которые звучат, это не есть обоснование, это и не есть экономическая выкладка. Казахстан входит в 5 крупнейших производителей зерна. И вот этот лепет, который наш мукомолы говорят о том, что там не урожай в Казахстане, это просто оправдание для того, чтобы поднять цены. Реальных оправданий этому нет. Ну, то есть вы хотите сказать, что это какой-то внутренний сговор, а почему тогда в Казахстане растут цены на макаронные изделия, на муку, на хлеб? Какой-то заговор? Ситуация другая. Там экономика работает по другим принципам. Да? А в Казахстане экономика работает, там как раз-таки продукция привязана к производству, цена на продукцию привязана к производству. Плюс государство держит потолки, да, верхний и нижний потолок регулирования. Плюс есть список утвержденных товаров, на которые устанавливаются цены, и выше них поднять невозможно. Да? Часть товаров пускает в свободное плавание. Поэтому сравнивать Казахстан и Кыргызстан, особенно в сфере экономики и экономической политики, это невозможно. Да? Это разные страны, разные экономики. Еще одна тема, которую можно, по крайней мере, поднять и отрегулировать во время предстоящих переговоров. Правда, Марс? Нет, да. Давайте вернемся к бензину. Ну, раз мы ушли уже на муку, давайте сначала закроем муку и хлеб и у нас вернемся к бензину. Говорят, что вот из-за того, что какие цены будут на бензин, такова будет цена на муку. Это же справедливо. А теперь мы же пришли, ну вы же сами сказали, что Кыргызстан пшеницу не производит. Мы ее завозим. Я имею в виду не только хлеб. Производство... У нас 90, я где-то читал данные, 90% всех перевозок транспортных осуществляются автомобилями. Правильно. Но это точно так же. То есть это включая поставки угля, это перевозка, там, не знаю, со склада до магазина, это перевозка пассажиров в городе. Это же может а если мы с карьера до базы перевалочной. Транспортом. Где? Железнодорожным транспортом. У нас каким месторождением проведены линии? А потом, да, перегружать частично и на грузовой транспорт. Но все расходы там и так уже заложено. Да? Потом там есть и показатели качества угля и так далее. Поэтому, когда мы говорим об экономической политике, нельзя так просто обсуждать. Да? Вот есть бензин, цены сразу упадут. Не упадут. Если он даже будет беспошлино, пускай они не упадут, пускай они не растут. Поэтому считать бензин панацеей, да, лекарством от всех экономических бед в Кыргызстане не следует. Надо говорить правду. Да? Правда в том, да, бензин нужен, потому что у нас своего бензина
Понимаете, у нас есть нефтеперерабатывающие комбинаты, но казахи же нам не дают нефть, например, да? В тот же, например, Карабалту, Джунда. Хорошие открыли. У него по мощности загружено максимум Я 20%. не могу понять, почему вы уверены в том, что они нам не дадут на внутреннее Так потребление. речь же о бензине идет, вы говорите, да? По ГСМ, О нефти. нефтепродукты, это все включает. Нефтепродукт есть нефтепродукт, а нефть это нефть. Это не есть нефтепродукт. Вот если есть поставка сырой нефти, давайте говорить точно, есть сырая нефть, да? Пусть пойдет на Джунду, сами переработаем, сами сделаем, да? Вот. А мы опять же Джунда обеспечит внутренний объем? Обеспечит. Она же не Полностью по загружена на республике. полностью мощностью. Так на юге есть нефтеперерабатывающие заводы. Почему мы должны думать? Мы готовы поддержать Казахстан. Покупая казахский бензин, да, мы поддержим казахского производителя. Проблем нету. Но давайте говорить о наших собственных бизнесменах, которые платят налоги в наш собственный республиканский бюджет. Вы согласны с тем, что если мы создадим условия такие, что бензин у нас будет продаваться и дизельное топливо будет продаваться по тем же ценам, что и в Казахстане, это снизит нагрузку на нашу экономику, снимет часть социального напряжения. Снизит. У нас другая экономическая политика. Да? У нас другая политика в сфере ценообразования. Не снизит она цены. Так же, так как и не снизит цены на нефть. Марс, на как хлеб, вы считаете? например, да? Ну, как всегда, я не согласен. Потому что и раньше, когда были хорошие условия с самого начала суверенитета Кыргызстана, как только повышались цены на ГСМ, повышались цены на все, на продукты и так далее. Я думаю, здесь Широдил прав с экономической точки зрения, но он не учитывает политический контекст. Сейчас Казахстан будет поддерживать Кыргызстан. И сырая нефть, вот давайте просто посмотрим, да, вот она поступит в Джунду. Да. Она поступит в Джунду. Можете заключить между собой пари, а потом да, проверим. Пожалуйста, да, я говорю, Казахстан поставит и как беспошлинный бензин. Нет, здесь надо сдать оговорку. Вопросы задавались по экономической сфере. С политической точки зрения – да, с экономической точки зрения – нет. Сейчас выгодно с политической точки зрения поддержать Кыргызстан и Казахстан. Раньше, да, не было даже вопроса об беспошлинной поставке нефтепродуктов с Казахстана. Даже не было этого вопроса. Мы же помним, наоборот, что... границы закрывали. Да, закрывали все. Сейчас будет совершенно другая политика. Поверьте мне, давайте посмотрим весной результаты. Перейдем к режиму границы с Казахстаном. Да? Она у нас то наглухо закрывается, то потом на некоторое время открывается, создаются послабления какие-то. Это будет обсуждаться в ходе переговоров? Чтобы мы, наши земледельцы, фермеры, могли транспортировать в страны ЕАЭС транзитом свои товары. Я думаю, сейчас будет создаваться зона наибольшего благоприятствования. Я приехал буквально 2 недели назад с Алматы. Совершенно другая картина. Ну, понятно, да, вот именно казахские погранпосты, вот эти совершенно мучительные процедуры были. Уже изменения чувствуются, резкие, понимаете? И 2 месяца назад и сейчас совершенно другой просто подход. Я думаю, что это вопрос решения политического руководства, и с политической точки зрения, да, Казахстан будет создавать сейчас совершенно другие условия для действующей власти. Казахстан заинтересован, чтобы эта действующая власть, ну, весной не было никаких, понимаете, политических неурядиц. Вот, я думаю, это целесообразно для Казахстана. И вот это не случайно. Лукашенко тоже на этом играет, понимаете. Таким образом, Россия оказывается в интересной ситуации, когда она лишается монополии Белоруссии и в отношении Кыргызстана. Я думаю, что это не случайный процесс. Это та ситуация, когда с партнерами нужно искать общий язык и вести равноправный диалог. Да, и компромисс искать России придется. Широдил, вы согласны с этим? Что на территории ЕАЭС возникает такая ситуация, когда, преодолевая достаточно сложные вопросы, мы находим какие-то правильные пути решения, которые позволяют развиваться всем участникам этого союза. Как говорится, истина всегда посередине. Да? Когда мы говорим о, например, поставке сельхозпродукции через территорию Казахстана, надо понимать, что сельхозпроизводители там единицы. На самом деле это перекупщики. Да? Фирмы-консолидаторщики скупили продукцию по селам Кыргызской республики, скомплектовали груз и отправляют. Большинство, к сожалению, некоторые из них не работают по нормам ЕЭК. Или просто не знают, или просто привыкли проводить контрабанды, да, или по серым схемам.
Вот, собственно, вот они как раз в первую очередь и страдают. А сельхозпроизводитель, если вы посмотрите, ну, у нас таких объемов, даже, скажем, одну фуру заполнить, ни у одного сельхозпроизводителя нет. Да, это вот беда нашего сельского хозяйства, которое было разрушено 20 лет тому назад. И почему сельскохозяйство держится? Все-таки, в принципе, благодаря как раз вот этим консолидаторщикам. Вот. И много зависит от того, собственно, насколько консолидаторщики сами соблюдают законодательство или знают. Да? Вот привыкли по старинке работать, как до вступления в ЕС. Да? Тогда, да, были, в принципе, серые, абсолютно контрабандные схемы. Да? Вот. Сейчас ситуация поменялась. То есть мы понимаем и казахов, и понимаем кыргызскую сторону. Мы не можем просто говорить о том, что наши сельхозпроизводители страдают, откройте границы. Да? Потому что мы понимаем, что там не только сельхозпроизводители, и не все они добросовестны. Ну, есть и поэтому теневики это большой там, вопрос. конечно. И, собственно, когда, в принципе, главы двух обоих государств примут принципиальное решение, и на уровне тогда уже министерств, ведомств эти решения будут перекладываться на войну, тогда что-то можно решать. Да? Вот, тогда да, что-то изменится. Если мы будем опять же вот так продвигать, как вот некоторые депутаты, откройте границы, потому что наш сельхозпроизводство страдает. Это футбол в одни ворота, и казахская сторона, конечно, это так и ответит. Слушайте, вы контрабандисты. Ваш коллега-депутат крышевал контрабанду. За что срок получил в Республике Казахстан, будучи, оказывается, гражданином Казахстана. Давайте подведем черту под этой дискуссией, вернемся немножко к визиту. Какие вопросы назрели, каким образом их все-таки можно решить, и видите ли вы какой-то позитивные перспективы, да, вот, от этих переговоров, какие они могут быть? Да, там много вопросов, там даже поднимается вопрос о том, что довести товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном до миллиарда, сейчас около 300 миллионов долларов. Я думаю, там много вопросов, и наконец-то лед тронулся, потому что с политической точки зрения, я говорю, здесь, видите, на самом деле есть экономическая целесообразность, с Чародилом я согласен, но сейчас политическая целесообразность для Казахстана, для Кыргызстана, вообще для стран Центральной Азии, оно превалирует, поэтому я думаю, что лед тронулся, я оптимист в этом вопросе, и потихонечку начнет решаться. Самый главный вопрос, несмотря на то, что здесь критиковали, это вопрос энергоносителей, топлива, и этот вопрос будет решен. И другие вопросы тоже будут решаться. Я думаю, что лед тронулся. Ну, я бы хотел бы добавить, между Кыргызстаном и Казахстаном подписан договор о вечной дружбе, подписан договор о союзнических отношениях. Это основополагающие договора, которые, в принципе, ну, в мире, в мировой практике, ну, их, скажем так, 2-3 десятка. Да? Это подчеркивает особый статус отношений между двумя государствами. И, собственно, на них, да, действительно можно выстраивать программу сотрудничества. Но, видите, если мы говорим об успехах сотрудничества, во-первых, нам надо понимать, что главы государств достигнут договоренности, но если мы хотим увидеть результаты, нам надо работать в 3 следующих направлениях. Да? Первое направление – это, собственно, разработка тех же отраслевых программ. Да? То есть как отрасли будут развиваться. Сельскохозяйственная, если речь идет, например, о тех же поставках ГСМ и о провозе сельхозпродукции и так далее. Да? Вот, собственно, эти договоренности должны лечь туда, в отраслевую политику. Далее, на уровне министерств и ведомств должны быть включены в годовые планы работы министерства пункты, по которым достигнут согласия президента обоих государств. И третье направление, которое у нас всегда провисает и в Казахстане, и в Кыргызстане, подобные же планы сотрудничества должны быть между соответствующими бизнес-структурами. И когда такие планы сотрудничества есть, да, они тоже будут реализовываться. А так, без этих всех 3 составляющих, ну, скажем так, достигнут договоренности, не достигнут своей, скажем так, благой цели, которые изначально были поставлены. Ну что ж, спасибо за участие в нашей программе. Конечно, за один раунд переговоров снять все накопившиеся проблемы, может быть, и не получится, но все-таки хочется очень надеяться на то, что декларируемые союзнические отношения будут наполнены какими-то конкретными действиями и решениями. Это была программа «Маселе». Всего доброго и до встречи.